Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу помощь, за ваше внимание, за то, что вы у меня есть. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина. Какой он вас видит и что он на самом деле от вас хочет. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, задайте ему свой вопрос. Так и спросите, какой ты меня видишь и чего на самом деле ты от меня хочешь. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Крест, двойка. Но он вас видит женщиной для счастья, женщиной по судьбе. Он у вас, возможно, и не суеверный, и не фаталист, но в отношении вас он прям на 100% уверен, что вы ему женщина по судьбе, что вы его половинка, что вы та самая женщина для счастья, для жизни, для любви. Да, вот как хотите. Вот он крест, вот она двойка. И по-другому тут ты не скажешь. Женщина моей жизни, женщина моей судьбы. И еще у кого-то из вас отыграется, что этот мужчина очень долго вас ждал. Не спрашивайте, откуда и когда, но, возможно, вы были с другим в паре, и он был где-то рядом, наблюдал и ждал, пока же вы станете свободной. Он просто верил, что вы должны расстаться с тем другим мужчиной. Возможно, этот мужчина очень долго ждал, когда же вы на него внимание обратите. А возможно, он долго ждал с момента знакомства до момента, например, когда вы сможете быть вместе. Может быть, вы жили в разных местах, либо он куда-то уезжал, либо вы куда-то уезжали. То есть долго ждал. Он долго ждал, пока вы будете его. Вот так мне идет. Какой он вас видит? Красивой. Он видит вас красивой, воздушной, элегантной, видит вас совершенной. Вы, возможно, с ним не согласитесь. Да, вот девочки любят себя покритиковать. Грудь не та, попа не то, да, слишком много, слишком мало, там лишние килограммы, у кого-то наоборот обратная проблема, там нос большой, у кого-то слишком маленький, у кого-то с горбинкой, там, много претензий у девочек самой к себе, но он вас видит идеальной и совершенной. Девочки, вот поверьте, он вас видит целиком, он видит не только ваше тело, не только ваши внешние данные, он видит вашу душу, ваше сердце, ваш интеллект. Понимаете, целиком он вас видит. И он просто вот прям дрожит перед вами. Вот такая вы прекрасная, такая вы совершенная. Прям благоговеет при виде вас. Ну, интересно, конечно, это все. Он видит вас невероятно сексуальной, невероятно манкой. И вы просто вот как это яркое пламя, и ему кажется, что очень много мужиков на вас засматривается, и очень много мужиков пытается с вами познакомиться. Вот, он такой слишком сексуальная, слишком горячая. О боже, что с этим делать? Ну что, паранджу одень, что делать? Прям его это так беспокоит, он так боится, что кто-то вас уведет, он так боится, что вы там на какого-то более симпатичного, молодого, либо обеспеченного перекинетесь. Он вас, у кого-то так отыграется, что он вас сторожит. Причем сторожит везде и сразу. Например, там сторожит, чтобы к вам никто не подходил, да, вот он следит за вами. Он, если видит, что какой-то мужик на вас смотрит, он к нему потом подходит и говорит: так, это моя, иначе морду набью, иначе будем драться. Он также может следить за вами в соцсетях, да, он может просматривать ваш не только профиль, например, но и подобрать, допустим, пароль от ваших соцсетей, заходить, когда вы этого не знаете, и просматривать, там, с кем вы общались, кто вам писал, кто вас там лайкал. Да, девочки, не удивляйтесь, запросто может быть. Он может ковыряться в ваших вещах личных, ну а вдруг там какие-то подарки от других мужиков, либо что-то вы от него прячете.
какие-то ранние признаки измены. Вот. Но он себя оправдывает, что он не просто следит, да, он пытается защитить свое счастье с вами. То есть у него есть на этот случай оправдание. Но а так он и под пытками не признается, что он за вами следит. И, кстати, могу вот прям половине из вас сказать, что у вас какие-то есть программы, которые за вами следят. То ли вашу геолокацию определяют, то ли какие-то прослушивающие, записывающие программы. У кого-то мужики поустанавливали. Ну, потому что вы ценная женщина, вы красавица, вы идеальная. Он так долго вас ждал, он не может вас никому отдать. Он просто физически не может этого сделать, иначе он погибнет, он загнется. Да, и ревную, и люблю, и вообще весь вот он прям дрожит из-за вас. Не знаю, прям озноб его пробирает. Может, кстати, заболел сейчас. А может быть, вы настолько хороши, что он себя еле-еле держит в вашем присутствии. Да, запросто может быть. Он дрожит, например, от желания. Так, и еще он вас видит. Он вас видел какой-то необычный, знаете, вот как будто бы вы какая-то инопланетянка. Иногда вы что-то такое делаете, либо говорите, что его вводит в ступор. То есть он об этих вещах никогда не думал, либо он так делать не умеет. И он такой, блин, ну как? Откуда она это знает? Где она этому научилась? Ну не может обычная женщина все это уметь и знать. Да, прям смесь восхищения, восторга и даже какого-то страха, праведного страха, да, как она это все знает, как она это умеет. Да. Еще, мои хорошие, что он от вас хочет, да? На самом деле, чего хочет? Ну, во-первых, он хочет, чтобы вы были его, и только лишь его. Чтобы вы свою жизнь, например, посвятили ему, его детям, да, которых вы ему родите. Чтобы вы посвятили себя дому, семье. Чтобы вы были вот такой классической женой, да, домохозяйкой, которая там прям наготовила, стирала, наубирала. И такая вся красивая, нарядная, мужа к ужину зовет. Да, ждет его, встречает и к ужину зовет. Вот хочется ему таких вот идеальных картинок из рекламы, из, может быть, каких-то фильмов. Вот этого ему очень хочется. Хочется пожить такой жизнью. Я не знаю, что у него происходило в семье. У кого-то отыграет, что у него семья приблизительно так и жила. То есть родители, мама и папа жили по высоким стандартам, да, когда они там друг на друга голос не повышали. И он прям хочет свою жизнь такую картинку. А кого-то отыграет, что наоборот, родители не занимались ни им, ни друг другом, ни другими детьми. И он просто всегда мечтал, чтобы у него была такая вот идеальная семья, будто бы из рекламы. Вот. Ну, опять же, это вам судить, какая у него была семья. Ну, вот ему хочется. Еще ему хочется куда-то вас увезти. То ли вы живете раздельно, то ли он где-то у него родина есть, то ли он в принципе хочет куда-то уехать, эмигрировать. Он хочет вас куда-то увезти, только не знает, как это сделать. Ему почему-то кажется, что вы откажетесь, что вы не согласитесь, что вы недостаточно его любите для того, чтобы последовать за ним. Опять же, да, у вас у всех разные мужчины. Кто-то хочет вернуться на родину, кто-то хочет эмигрировать, да, на ПМЖ куда-то выехать. Вот, ему очень хочется, чтобы вы вместе уехали, но не знает, как вас об этом просить, либо ему кажется, что вы не согласитесь. Также он хотел, чтобы вы были менее строптивой, более послушной. Ну, тут, наверное, все-таки про ваш характер речь идет. Да? Вы такая, что вы никого не будете слушать, вы ни под кого не будете прогибаться. Хотя я думаю, что вы женщина очень умная, и если вам говорят правильные, дельные вещи, с которыми вы согласны, конечно, вы послушаете. А если вам какую-то ересь говорят, либо сплошной бред, то вы никогда не будете этим заниматься, никогда не будете ни слушать, ни делать. Вот. А он это, значит, списывает, что вы вот такая вот строптивая, своевольная, своенравная. И ему хотелось, чтобы вы были, наверное, немножко там потише, да, поспокойнее, позговорчивее, в конце концов. Об этом он мечтает. Хотя, с другой стороны, я думаю, если вы такой станете, то ему явно не понравится. То есть ваш характер, ваша харизма – это ваша изюминка. Ваша это непокорность, да, не прогнусь, не смирюсь. Да, вот в этом ваша особая изюминка идет. Еще он хочет, чтобы вы, я не знаю, то ли родили ему, то ли еще раз родили ему.
то ли все время рожали ему, что-то с детьми связано, с детьми. Понятно, что вы все разные, каждый в своем возрасте. Может быть, у него есть дети, и он хотел бы, чтобы вы воспитывали его детей. Либо, может быть, он хочет, чтобы вы там все-таки завели общего ребенка, в таком ключе. И он вроде как бы хочет, но почему-то побаивается. Может, побаивается, что финансово не потянет. А может быть, знает, что у него там дети балованные, непослушные. Ну, как бы и хочется, и колется, да, так можно сказать. Так, еще ему очень хочется, чтобы вы никого, кроме него, не слушали, либо ни с кем, кроме него, не общались. Но это как бы нонсенс, да, это из серии фантастики. Вы очень общительный человек, и это бред ждать и просить от вас такие вещи. Тут, возможно, даже желание быть значимым для вас. То есть ему кажется, что вот когда вы общаетесь с подругами, с друзьями, то вы им тоже уделяете внимание, а он у вас типа там в пролете сидит. То есть если вы ни с кем не будете общаться, кроме него, значит, как бы вы всецело его, да. Ну, такое глупое, немножко мальчишеское желание, решение. Так, хочется ему с вами дать друг другу клятвы, что это. Ну, либо это процесс бракосочетания, либо венчания, либо просто обменяться какими-то клятвами. Клятвами, там, поклясться всем святым, живым, не знаю, душевным, что вы будете верны друг другу вот прям до конца, да, что вы ему не будете изменять, не бросите его никогда, не он, что вы типа там принадлежите друг другу. Смотрите, вы все разные. У кого-то мужчина хочет клятвами обменяться, у кого-то зарегистрировать ваши отношения, у кого-то еще хочет повенчаться. Вот ему нужны как будто бы какие-то дополнительные гарантии, что он вас никогда не потеряет. Ну, потому что он боится вас потерять. Потому что с вашим появлением в его жизни он прям почувствовал вот эту разницу, да, почувствовал разницу до и после. У него жизнь здорово поменялась. Он действительно начал расти, он начал развиваться, он начал чего-то добиваться, у него дела пошли в гору. Жизнь более такой, вы знаете, счастливой, радостной стала. Ну, потому что вы как солнышко согреваете его. То есть уровень и качество жизни очень сильно поменялось, когда вы появились. Да и он начал меняться. Раньше он какой-то был, знаете, оторвой. Вот жил как бабочка-однодневка. Прожил день, и слава богу, да, что там будет завтра, послезавтра, это не важно. Как-то так он жил. А вот когда вы появились, то он стал планировать, он стал развиваться, к чему-то стал стремиться, у него стало получаться. Ну, прям качественная разница идет. Вообще этот мужчина просто уверен, что если вы его покинете, то на этом дне жизнь его и закончится. Ну, потому что нет смысла продолжать, да. Уже ни с кем и никогда он не будет таким счастливым, как с вами. Вот так вот, мои хорошие. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.